Chupetema baila, danem dageling ja baila. Faina, faina na, ansare bibe sayna ma. Sayna ma, mingi sayna ma. Қандай күнәм үшін сен маған берді екен айтшы. Флоуларың екпет, мен құлайды менің рэп неймында. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бұл дәстүр подкаст. Сендермен мен, Ануар Баймұхаев, Делакур. Мен сол жағымда Ұлықбек. Бәріне сәлем. Оң жағымда Алибеков Бейбіт. Бәріне сәлем, достар. Вообще не в тот подкаст попал я, да? Да, сейчас, брат, про бизнес будем разгонять. Не, про траву, про наркотики и тёлок. Шучу. Тогда ты пошел, да? Не, у него просто свой бизнес, понимаешь? Сегодня что, просто свободно сидим, общаемся, и в основном такие истории, связанные с мистикой, там какие-то полтергейсты, может, там в жизни происходили, может, там в кого-то вселился, там, джин, вот такие истории нужны будут. Кто начинает? Че, Биба, давай. Не, у меня Ты нет самый истории старший. пока, я могу поразгонять. У меня друг в молодости очень был такой резко стал обеспеченный, классный, купил себе квартиру в столичном центре. Мой одногруппник. Столичный центр, тогда это был самый крутой жилой комплекс. И он себе в квартиру, чтобы дерзко было, чтобы все приходили и удивлялись, он себе на всю стену Аль Пачино. Фотографию, такую, знаешь, грозную фотографию из самого грозного фильма Аль Пачино. Он себе повесил. И так получалось, что когда кто-то остался в этой квартире один, из ребят, допустим, его постоянно как будто бы душили в этой квартире. Ну, я не проверял, мне зачем лезть на рожон, да. Но это реальная история. Более того, после того, как он ее продал, спустя много-много лет, я услышал то же самое от людей, которые потом в этой квартире жили. И вот, оказывается, Аль Пачино душит бедных казахов, да. Не, ну... Ну, а богатые же они же живут. Ну, да. И а вообще, бастырылып қалу это называется, да, қазақша? Вот это то, что сонный паралич, вот это душит, когда кто-то... Нет, человек прям сидит, допустим, работает, его душит, то есть это не во сне происходило. Просто так ты можешь за компом сидеть, типа... Ну, вот так рассказывали. Я, честно, не... я просто честно сказать, мой уровень критического мышления не позволяет мне в это поверить. Да, тем не менее, раз уж мы рассказываем подобные истории, я готов их разгонять и дальше. Ну, вот такое бывает, по идее. Вот ты спишь, но со мной лично не было. Вот бастырылып қалу, это называется казахша. Это вот когда ты спишь, и как будто кто-то на тебя сел, и как будто тебя душит. Ты не можешь, ты проснулся, но как будто спишь, и там типа черная сущность какая-то там, типа на тебе кто-то сидит реально, короче, вот. Вот такое было. Это темная сущность, может, джинны тоже. Может, реально кто-то сидел? Я могу одну историю рассказать. Да, давай. Такую. Это с моей жизни, не у друзей было. Я, в общем, с города Тарас, и мы жили в Жеруде, в доме. А этот дом, как оказалось, потом я узнал то, что этот дом был построен на могилках. Весь дом был построен на могилках. И там каждый раз происходили какие-то непонятные вещи. Один раз, короче, вот зимний период мы жили на квартире, и для того, чтобы не платить за коммунальные услуги дома, потому что отапливать дом было дорого. И время от времени я вырос с тетей и с дядей, они отправляли меня там с братишкой, с двоюродным, отправляли там ночью там что-то принести с того дома, там курпищи или там что-нибудь, маринованные огурцы, что-то такое. Мы там держали, потому что там холодно было. И, короче, один день мы ночью, часиков, наверное, не знаю, 10-11 нас отправили там за курпешками, и мы заходим домой, открываем дверь, там дальняя комната, мы заходим, берем эти курпешки и подходим к двери уже, и такие стоим с братишкой, смотрим, конец коридора, света нет, свет выключен. И мы стоим и в один момент раз такие друг на друга смотрим, ничего не говорим, просто молчок, ничего не говорим, берем, у меня аж мурашки, курпешки кидаем курпешки вниз и убегаем. Потом из дома выбегаем, уже отбежали от дома, я на него смотрю и говорю, ты что слышал? Он говорит, я слышал свое имя. Я говорю, а я свое имя слышал.
И нам двоим показалось, я не знаю, насколько это правда или нет, мы потом не стали проверять и возвращаться. Я ему говорю, я слышал, что меня с конца комнаты кто-то зовет. Типа, Улукбек. А ему показалось, что его имя произносит. И мы свалили, домой приходим, бабушка, она взрослая была, она тетя, но я как к бабушке обращался. Мы ей рассказываем, говорит, что гоните, короче. Да. И там постоянно такие мистические истории происходили. Один раз в этом же доме, я вырос сам, у меня отец казахом был, а мама узбечкой. И так получилось, после их смерти я рос у дяди, у тети со стороны мамы. И это узбекская семья. И они постоянно что-то предпринимали, чтобы... И плов тоже кушали. Предпринимали какие-то действия к заработку. Они никогда не работали в найме, и вот что-то делали. И вот в этом доме они сдали в аренду для того, чтобы там построили грязелечебницу. Пришла какая-то татешка, и они там начали делать грязелечебницу. А я тогда щеглом был, не знаю, лет сколько мне, 10-8, наверное, было. И мы, короче, с сыном вот той татешки, которая начала делать там грязелечебницу, как грязелечебницу, там какой-то там бассейн маленький поставили, грязью наполнили, да, и вот там типа лечебная история. И один день мы выходим с ним играть, там то ли альчики играли, то ли фишки играли, короче. И мы сидим, и он такой, раз в какой-то момент, днем, прикинь, он раз шугнулся, короче, так от меня отпрыгнул, я говорю, что случилось? И он такой, Арстан, и убежал, прикинь. Ну, чувак какой-то был, Арстан, да. Да, и он думал, что там лев. Реально? Да, и ему показалось, что силуэт льва на него там типа настигает. И он убежал, потом рассказал это маме, и там через 2 недели они сказали, все, извините, мы здесь работать не будем, и ушли оттуда. И вот такие разные там, давайте. Ну, походу, мама тоже там встречала пару таких, да, и тут сын еще говорит, там, я вот это... Я не знаю, она встречала или нет. Клей нюхали, пацаны? Я лично нет. У меня тоже была одна история, но она как мистическая. Не мистическая, она просто типа страшная из-за того, что мне за свою жизнь стало страшно. У меня был друг, короче, мне исполнилось 24 года, и 24 это же Мишель Джаз, и мне всю днюху мне говорили, Байкабжир, Мишель Джаз, это осторожно, Байкабжир. И в этот же день мой друг там купил Toyota Avensis. Еще универсал такую, знаешь, типа, и на ней один день двигался, на мою днюху приехал. И что-то я вышел, такси вызвал, он говорит, да, отменяй такси, давай я довезу тебя домой. Хули, машину взял, я говорю, ну давай, короче. Сел к нему в машину, по Ясауи вниз едем, короче, ко мне домой в Алгабас. Вниз едем, и он говорит, типа, возьмешь сиги, брат? Типа, в магазин остановился, я такой, зашел, сиги взял, там, подкурил, сидим с ним. И сзади братишка пингвин был, он его погонял, пингвин, Даниар сам. И вот он сидел, короче, и я смотрю, машина вот так, курю сигареты и смотрю, машина вот так вправо уезжает. Смотрю, вот этот чувак, у него эпилепсия какая-то. Типа, он вот так, просто вот так. Приступ. Да, вот приступ какой-то, не знаю, он еще вот так встал, вот так руль держит и еще газ нажимает. Мы вниз по Ясауи, короче, едем. И я, короче, за руль, пингвин говорит вот так, ты что трогаешь руль? Он, короче, за ручник, и мы по Ясауи едем. И вот это Ясауи Ильича, там светофор проезжаем на красный вот так через встречку. Тулеби Ясауи на красный через встречку. И около вот этого старого Карсити, нового Карсити, 24 часа, который работает. Маленький Карсити. Около него останавливаемся, короче. И вот этот чувак, он вот так просыпается в этот момент, когда мы открываем дверь. Типа, мы его хотели вытащить, типа, блядь, хотя бы подыши воздухом, ты что, видишь? А он до сих пор вот так контужит его. И потом мы его вытаскиваем, там, водой обливаем, он вот так, пацаны, вы не знаете, что было, говорит. Мы говорим, что? Он говорит, блин, я как будто уснул, и типа, и на меня кто-то набросился, и сидел вот здесь прям вот так. И я такой, серьезно? И он типа, да. И типа, бәріміз в мечеть поехали, короче, что такая тема была. То есть у него не было эпилепсии? Да, нет, у него не эпилепсия, у него какой-то с психологическим расстройством это связано, но он сам говорит, что это какая-то темная, бастырылып қалдым дейді, короче, прям за рулем ехал и бастырылып қалдым, говорит. А вы что-нибудь, кроме сигарет, там... Нет, если бы была трава, я бы сказал трава. Я этого не стесняюсь. Менты, общайтесь с нами. И, короче, мы еще не вырубили машину его. И у него сел аккумулятор, и мы где-то час стояли, машину ловили, чтобы его прикурить. Было прикольно. Но страшно. Жестко.
Что скажешь, Бейб? Я думаю, что каждый сам формирует свою реальность. Ты знаешь, я же такой в целом позитивный и не обращаю на многие вещи внимания и всегда стараюсь всегда в Определённый целом у меня мотив. хорошо. Я по натуре оптимист, и мне кажется, наверное, поэтому, может, даже что-то было, может, кого-то и душили. Да, ну, может, я не увидел, да, просто это. Да, может, где-то кто-то меня звал, там, говорил, да, подойди. Ну, я что-то про это там забывал или мимо проходил, что в моей жизни как будто этого нету. Но когда Улугбек рассказывал свою историю, я прям, аж на меня тоже до мурашек было, потому что искренность в его словах, она прям четко ощущалась. И я, наверное, благодарен Всевышнему, что ни с чем с таким не сталкивался. Да. Потом бы ходил ко всяким амирам, там же прорабатывал бы эти травмы, да, и Прикольно. Я вот. тоже вообще. Я в тоже общем, сегодня весь думайте день... о хорошем, да. Да, весь день рассказывал вообще истории, которые не со мной приключились, а где-то. Я вообще с детства слышал, там, ой, в того джин слился, вот такая тема была, там, в общаге вот такая тема. Я вот эти истории рассказал, а сам вообще лоб на лоб не встречался с таким. Но я примерно верю, что вообще темная сущность, она есть здесь, типа. Вот. Да, вот на этом подкаст закончен. Да-да-да. Рафмет, до скоро приходите на фильм. Ты Всё. знаешь, у нас, когда в офисе мы пишем подкасты, тишина, у нас Лера выходит, анекдот рассказывает. Это самый перебрасывающий случай. То есть, я не знаю, мне кажется, что прям нужно совсем такие истории рассказывать. Да. Чтобы экзорцизм был, чтобы кого-то прям... В общем, есть одна история, она произошла в Таразе. Я не знаю, насколько она связана с мистикой. Практически в центре города построили новый ресторан. Его только-только построили. И он там должен был вообще просто взрывать. Потому что в Таразе это две темы, которые качают. Это тойхана и колбасные цехи. Это самые кочевые темы. Ну, по крайней мере, тогда так было. И построили новый ресторан. И первая свадьба. Первая свадьба. В зале много гостей. И все, церемония прошла, все там, не все, а молодожены обручались, и выносят же торт. Выносят большой торт, и в момент, когда вынесли торт, молодожены начали резать торт, и в этот момент на них падает огромная люстра. Падает огромная люстра, и я вот точно не помню, то ли они вдвоем сразу насмерть умерли, то ли девушка погибла во время того, как упала эта люстра. И все. И после этого этот ресторан закрыли, он больше никогда не работал. Я вот недавно был в Таразе, проезжал там какая-то... то место такое, оно было каким-то, я не знаю, проклятым, что ли. Рядом еще, прикинь, рядом этот Карахам-баба. Это... Возможно, это с чем-то как-то связано. Ну вот Да. с тех Может, времен тоже это на место чем-то такое построено, да? никогда не идет, короче, там. Какой бы бизнес там ни открывали, он постоянно закрывается. И вот я уже И сколько раз боди-массажку там открыть пошла. Ладно. Ё-моё, страшно. Расчлененка, да, прям? Да, короче, такая... Не, мы дискуссия. еще разгоняем или что? Если поразгоняем, могу что-нибудь поразгонять. Давай Вот поразгоняем. Ты знаешь, я помню, когда был на пике фильм «Звонок», мы вообще еще буквально на первом курсе, и просто по центру, вот где сейчас 727 кофе, вот тот район, Старая площадь, там ходила женщина, просто жуткая, худющая, с длиннющими волосами. Я не знаю, сколько ей было лет, там, может, там не поймешь, да, сколько лет. И всегда с большими сумками, и очень резко двигалась. И на тебя бегала. Это было дико жутко. Мы просто друг... А я боялся, друг всегда так возил меня и развлекаться. Он там ее увидит, ей фарит, она на нас идет, вот так топит. Это было, очень жутко, коррелируя вот с этим фильмом про... Как он? «Звонок». Коррелируя с фильмом «Звонок», это был прям вот один в один, как будто бы персонаж «Звонка» с двумя какими-то сумками по центру. Она всегда ночью ходила. Это было жутко. Наверное, я бы сделал контент. Я бы подошел бы, попробовал бы с ней пообщаться. Но теперь там люди, у которых QR-кода, и которые только просят закинуть им на что-нибудь. Вот. Фигня, разгон, да, сори. Давайте еще поразгоняем, да. Давайте поразгоняем. Не, вот эта женщина, она... Блин, просто вообще интересно стало. Зачем это все она делает? Короче, я не был тогда сначала. Там пацаны были. Мы жили всей толпой вместе. И я сначала не был. Я где-то в 5-6 утра приехал, чуть-чуть поддатый, короче. Приехал, открываю дверь дома. И Алдик там, брат, короче, там жестко, вот такая фигня там, знаешь. Пацаны вот так бегают по дому. Я такой, что случилось? И вот тут, короче, такая-то тема. Один друг приехал, оказывается, ночью, и начал там кипишевать.
ну, в него кто-то вселился или психическое расстройство, как кипишевать, кричать на пацанов, кидаться, короче, вот такая тема. И они его посадили в комнату одну, и он там сидит. Я захожу в эту комнату, и он вот так кучей собрал вокруг себя, 6 куч. Ну, типа, зарядки всякие, игрушки, все, что есть в этой комнате, он вот так вокруг себя в куче собрал и по центру сам сидит вот так. Я ему говорю, это что, типа, я-то не понял, я не сразу понял, что это, типа, может быть, жингрк петкен, типа, я этого не понял, я сразу ему, типа, нагрубить хотел, ты что делаешь, типа, дурак, короче, ну, на матах прямо я ему говорю. И в конце мы его заставляем лечь, он ложится, короче, и я только-только вот засыпаю, и он вот так кричит. Информационный шум, вот так кричит. Я вот так, что? Он говорит, выключи холодильник, говорит, Я такой пошел выключить холодильник, я вот так выключил, на него смотрю, он такой, проверьте всех режиссеров, Айсултана, Айтуре, всех режиссеров проверить. Вот так кричит, прикинь. И мы такие, блин, что с ним, короче, мы звоним Алмазу, Сахтасын. Алмазу звоним, говорим, вот такая-то тема, брат, типа, блин, помоги нам, мы не знаем, что с этим человеком. И он такой, все, сейчас, и приходит с каким-то мужиком, где-то ему под 60, русский мужик. Под 60 вот так зашел и с ним на грубых прям, что употреблял? И он говорит, я ничего не употреблял. Кого наебать хочешь, что употреблял, говори мне, вот так, я же на него наезжает. Он вот так сидит, бедный, короче. И в конце он такой, если он не будет спать, вот это дадите. Если он будет буйствовать, дадите вот это. А если он что-то будет, дадите вот это, короче. И вот так 3 таблетки нам каких-то жестких просто оставил. И, короче, уехал. И мы ему давали, вот эти там пацаны ему Коран читали, короче, сидели. Он такой, еще парочку можно, пацаны, мне спокойнее становится. Мы сидели с ним до утра. И потом где-то недели 2 мы ходили с ним по очереди, короче. Типа он тусит 24 часа со мной, я такой его потом отвожу к Максу грувить, и он с ним тусит. Типа вот такая тема была. И вот. А в Оконцове это оказалось психическое расстройство, по идее. Крыша поехала. Да. Просто Но мы в этот день прям... фляга свистит Да. у людей. Ну, он, походу, чем-то там задумался слишком, прям зашел какой-то. Потому что он про съемки, про режиссуру очень много говорил. Типа на своей карьере, походу, зацикленный. И вот такая тема была. Жестко. Я слышал много людей, которые на Аяваску ездили, М. и у них же там какой-то портал открывается. Да, и потом там с ним там целый год какой-нибудь черт ходит, или Мгм, через 2 да, года да. вот эта змея. То есть они начинают в каком-то параллельном мире жить, да. Мгм. Поэтому, да, ты еще Мы, раз короче, выступали подумай. в Бишкеке, и Мияги рассказывал, как он хавал аяваску. И, блин, аяваска это же, оказывается, типа, хорошая вещь, по его рассказам. Наркотики зло. Наркотики зло, пацаны, стопудово. Девчонки нормально прикинули. Я куда попал вообще? Наверное? Это я, брат, такой. Да. Это я сюда попал, пацаны. И что, вообще нету страшных историй больше? У меня реально У нету, меня есть пацаны. одна история. Давай У меня уже. вот, Ты просто долго собираешься. Да. Да уже расскажи нам. ну, чтобы вы рассказали свои истории. Так себе, которые. Давай жесткую. Была одна история, это мне друзья рассказали. Она такая действительно очень жуткая и неприятная. В общем, есть один знакомый, он женился, он такой супер религиозный был на тот момент. Он женился, и очень быстро он там встретил девушку, там 2-3 раза они там посидели, пообщались, потом он там встретился с его... и каждая встреча была там с третьей стороной, ну, по Мгм. по И с её исламу, стороны, да? да? Да, вот, допустим, он встречается с девушкой, рядом сестра. М. И вот он один раз с сестрой встретился, один раз с семьей, и на 3-й раз уже сделал предложение. Это весь период там прошел, я не знаю, ну, может, несколько дней, я не знаю. И, в общем, произошла свадьба. Спидран по женитьбе, да, он сделал. Не знаю, что это такое. Ладно. В общем, он поженился, и девочка тоже такая в исламе, религиозная, семья вся религиозная. И спустя какое-то время они там переехали в другой город. Переехали в другой город, и там проходит там несколько недель после переезда, и начались какие-то непонятные штуки происходить. В общем, он как рассказывал, да, он лежит с ней там в постели, они спят,
И в какой-то момент она начинает просто визжать. Просто просыпается и начинает кричать. Отпусти, отпусти. Короче, орать начинает просто. Он подскакивает, начинает ее успокаивать. Типа, что случилось? Она орет, короче. Он включает свет, она начинает кричать. Он ее успокаивает. И типа, все, успокойся, все нормально, короче. Один день, второй день, третий день. И все доходит до того, а они каждый день вместе делали намаз. И он рассказывает, говорит, все доходило до того, говорит, я стою, говорит, на коврике спереди. Она сзади, говорит. И сзади какой-то шум, говорит, я с коврика подпрыгивал. Боялся, что она там ее забьет там, или еще что-то сделает. И, говорит, я, говорит, настолько стал ее бояться, что она, если даже заходит в уборную, я сидел возле уборной, боялся, что она с собой что-то сделает в уборной. И так проходит там несколько недель, он не выдерживает, берет ее и ведет в мечеть, к имаму, чтобы он что-то там почитал, да. Она садится, он начинает читать, вроде все нормально. Приходит обратно домой, ночью опять такая фигня, короче. И он уже там несколько, недели, 2-3 уже не спит, не выдерживает и звонит своему близкому другу, говорит, типа, вот такая-то ситуация, я, говорит, уже спать не могу ли я у тебя переночевать со своей супругой? Он говорит, все, без проблем, приезжай. А у этого друга, у него мама тоже в исламе, и она пятикратный намаз делает, да, и он остается, у нее супруга, им там стелят на корпешках, они ложатся, рядом лежит мама, у его семья лежит, и опять в 3 часа ночи она начинает кричать, просто каким-то невероятные крики какие-то нечеловеческие. Опять подскакивает, он начинает успокаивать ее, подбегает мама, начинает читать там суры, и она вроде утихомирилась. И его мама говорит, езжайте к родителям, типа, так нельзя оставлять, не дай бог что-то случится. Он, короче, берет ее и возвращается в город свой, откуда он родом, вместе с ней, да, приходит к ее родителям, а так случилось, что именно в этот день, когда они приехали, в этом городе был сильный ветер. Из-за сильного ветра отключили электричество по городу на несколько часов. И он заходит домой, и там родители в шоке, типа, что произошло, почему вы приехали, ничего не сказали, короче. Он запуганный, короче, она такая не в понятках, это его дочка. А родители дочь. И они заходят и говорят, вот он рассказывает эту историю родителям, он говорит, да ты что, типа, что происходит, типа. И они испугались, позвали имама городского, он приходит, и теперь их заводят в зал, длинный зал такой, они садятся, и он говорит, из-за того, что света не было, поставили свечку где-то, свечка где-то там на столе. И они садятся, говорят, и он рядом садится имам, он садится, рядом с этой девушкой, и он начинает читать суры. Прикинь ситуацию, да, в зале, темнота, свечка. Одна свечка, да? Да, сидит имам, девушка со своим супругом, да. Он начинает читать суры, и в какой-то момент она подпрыгивает и начинает его душить. Имама. Она начинает его душить, он сзади подпрыгивает, берет ее, хватает ее, ложится, успокаивает ее. Имам в шоке. Отец не выдержал, из дома ушел, короче. Вышел, говорит, я не выдержу, у меня сердце не выдержит. И, короче, начинается кипиш, короче. Имам в шоке, имам встает и уходит, говорит, я не знаю, что делать. Прикинь? Он тоже первый раз, да? Да, и так продолжается еще пару дней. Они зовут имама с другой страны, там, то ли с Узбекистана, то ли, с какой-то страны. Сильного имама, который, видишь же, Хари, который Куран наизусть знает, да. Зовут его, короче, и начинают читать опять суры, и говорят, типа, ложим ее на корпешки сверху. Что-то во всех моих историях есть корпешки. И прикинь, скоро корпешки от Улухбека, прикинь, Шохан. В общем, ее ложат на корпешку. От экзорцизма. Сверху еще одну корпешку стелят, и садятся вот эти мужики, начинают читать Куран, она начинает кричать, просто невероятным голосом начинает визжать, кричать. И этот пацан говорит, я, говорит, сижу, говорит, в шоке, у меня, говорит, слезы идут, я не могу успокоиться, говорит, от страха, типа, что происходит. И при этом не могу, говорит, соскочить, куда я уйду сейчас, короче. И теперь они читают, и в какой-то момент она выключается, просто вырубилась. Короче, все, эти встали, имамы, все, рахмет, короче, они уходят, и теперь они вдвоем остаются. И он говорит, я, говорит, сижу, говорит, на кухне, и передо мной стоит она, говорит, со спины. И она в платке, и он сидит, говорит, и она что-то поварешка кушать готовит. И в какой-то момент, имам, который был, он сказал, на всякий случай закройте зеркала дома. И она такая, прикинь, спиной стоит, поварешку вот так,
суп готовит что-то. И она говорит, обращается к нему по имени и говорит, типа, а почему, типа, по всему дому закрыты зеркала? И не поворачивается. И он говорит, типа, ну не переживай, типа, ну все нормально, так сказали, туда-сюда. И она в какой-то момент так поварюшку выкидывает и бежит к зеркалам, прикинь. Он подбегает, ее хватает, начинает успокаивать, выходит мама, кипиш опять начинается, опять зовут имам. А там был какой-то, типа, как, емши, да, или... Бахса. Ну, да, типа бахса. И ему говорят, типа, сходи туда, поговори, короче. Они приходят со своей супругой к этому бахса, садятся, короче, и он сходу говорит, она начинает рассказывать, он начинает рассказывать. Он говорит, да, типа, гонит она. При нем. И он такой, в смысле, типа, я сам видел, типа, вы что, типа, я сам видел, как, типа, гонит. Он говорит, все, хорошо. И они садятся, он начинает читать, короче, все, их прочитал, короче, все, говорит, идите. Они уходят, и теперь ночью опять такая тема. И он говорит, мне, говорит, закралась в голове мысль, его слова, говорит, не дают покоя. Что, типа, так происходит. И теперь он встает ночью, опять вот эта фигня, он говорит, я уже спокойно на это реагирую, и на следующий день мы просыпаемся, говорит, я ее, говорит, вытягиваю на улицу, и, говорит, просто тупо начинаю давить. Просто, говорит, на пушку взял, говорит, и давить начинаю. Говорит, да ты все это придумала, короче. И, короче, продавливает. Она говорит, ты че, короче? И начинается там кипиш, они ругаются на улице. И в какой-то момент она говорит, да, я это придумала. Он говорит, типа, зачем? Просто типа, Оскара. Зачем? Слушай дальше. Он говорит, типа, ты что, гонишь, типа, ты с ума сошла, типа, и он сам, короче, такой исхудал, короче, весь такой на взводе, у него самого чуть нервный срыв не был. И он говорит, типа, зачем ты это делала? И она говорит, прикинь, я хотела, чтобы ты по щелчку пальца всегда был рядом со мной, в любой момент. Он теперь ее берет, едет к ее родителям, заходит домой, зовет родителей ее, зовут того имама, который в первый день был, городского, садятся, и он заходит и говорит, мне, говорит, самому рассказать. Это пранк, прикинь, говорит. Перед родителями, мама сидит, сестра его сидит. Мне, говорит, самому рассказать эту историю? Или, говорит, тебе сначала Оскара вынести? И тут, говорит, пахан, говорит, наезжает. И пахан на него начинает наезжать. Типа, ты что, говорит, как ты разговариваешь туда-сюда? И имам говорит, типа, успокойтесь, дайте я сам поговорю. И теперь все выходят, они там остаются. И, типа, имам у него спрашивает, типа, что, реально, что ли? Как так, типа? И у этой девушки спрашивают, ты что, типа, гонишь, что ли, короче? И он, говорит, сидит и такой тюбетейку снимает, говорит, сен қызға, говорит, сонша адам жынды болдық, не істеп жатсың сен? Он говорит, я бы, говорит, на его месте, говорит, с тобой не жил бы. Типа, ты что, гонишь, что ли? Ты что делаешь? А потом, короче, выясняется у вот этого пацана там брат, что ли? Кто-то, короче, у нее спросил, я не знаю, при каких обстоятельствах, у него спрашивают, типа, а зачем ты это делала? Ну, откуда ты взяла, точнее, типа, референс, вот именно так делать? И она говорит, смотрели фильм «Проклятая шкатулка»? Прикинь? Да, ссылка на фильм. Это ТикТок, да, код фильма в нашем телеграм-канале. Прикинь, и она, оказывается, взяла вот это как реф, и вот прям по сценарию этого прикинь, фильма потом будут говорить, ты где это взяла? Да, я Дастур посмотрел. Я вообще в шоке. Короче, такая жесткая история. Я уже поверил, понимаешь? Ей, да, типа, до того внимания не хватало, да? Это же сценарий фильма. Оказывается, потом, типа, выяснилось то, что она в детстве всегда так делала, чтобы... Как делала? Ну, в меньших этих... Манипулировал. Да, манипулировала родителями, чтобы дома не убираться. Она, типа, просыпалась и говорила, меня там, типа, во сне змеи покусали. Или, ну, лепила, короче, лепешки, чтобы, типа, какую-то по дому работу не делать. И вот это привело к тому, что она там такую тему... И что, в выбрала. итоге он с ней жить Нет, он продолжил? перестал с ней жить. Ну, блин, после такого, мне кажется, Да. Что сказал? вообще нет. А прикинь, этот джин так застраховался. Прикинь, это до того, короче, Да-да-да, джин, он думает, который сейчас к ней меня тут привык изведут, и да. знает все, короче. Короче, Ну, в какой-то момент было прям остро. Особенно, когда ты говоришь, она с поварешкой стоит. Это же всегда кадры. Да. Это очень жутко. Не, еще да. она, типа, знаешь, вот эти фишки, то, что она не поворачивается. Да, капец. Прям все Это- перенял. Почему вы не взяли ее в фильм вообще свой, да? Не, у нас по басе актриса, брат. Ну, Рай, привет. Прикинь, это Нурай. Ё-моё. Блин, я вообще до сих пор не могу понять,
И я после этого, по идее, как ты расскажешь, думал спросить, типа, вот ты общался с людьми, в которых, типа, раньше был джин, и из них их знали, типа, они обычными стали, деп сұраймын ба деп ойлағанмын, вот тут, оказывается, вообще не то же. Не, он еще ахуе. когда это рассказывал, там капец, тишина в комнате, все слушают, и типа, реально же, много же таких историй, типа, витает в воздухе. Да. Не, очень, прям, к правде, вот так. Да. Прям, бля, я в ахуе с этой девчонки. Короче, такая история. Короче, дұрыс әйел алыңдар. Жақсы әйел сен басыңды төрге сүйрейді, жаман әйел Не, а көрге сүйрейді. деп. как понять, братан? Да, я не знаю, вот. сам У нас не есть знаю. курс, Я провожу бесплатный вебинар. Как не нарваться ни на ту, деп па? Ой, Бейбут это может был бы- сказать, как привлечь трафик, а я могу сказать, как из этого трафика можно выбрать, чтобы конверсия хорошая была. Сколько Не, вот, непонятных да. слов в минуту, ё-моё. Че, Ну, про для меня, панчи, да, может, для меня- пообщаемся, прикинь? Про рэп, про треки, прикинь. Блин, у меня нету истории. Тем более после твоей, мне кажется, эту историю ничто не затмит. Не затмит. Да, пустой квадрат. И тусклый свет. Знакомые бренды на твоем билете? Я перенял его интонацию. Бренды на твоем билете? Прикинь, альбом так записать. Кстати, вот он, Зейнур, он вообще выпустил треков, да? Не Да, треков, да, там он еще щас 3-4 много тренда. что перепел. И я видел вчера видос, где он в клубе выступает на сцене, прям прикольно. Давайте про Зейнура пообщаемся. Давай. Может, у него нос был селился? Ё-моё. Я до сих пор в ахуе с той девчонки, по идее. Да, это просто, это же скач. Это Это же она реально же взяла скач. просто чуваку, Просто блядь, ш- мозг испортила, просто взяла. И он потом, капец, Не, ну это травма, Месяца прикинь, для, 2-3. для чувака это травма. месяца охренеть. 2-3 отходил он. Ну, после этого. Да. В смысле, хотя знал, что это, типа, неправда, да? Тяжело Ну, было. по-любому. Человек мог сбухаться, я не знаю, там, Да, прикинь. Я бы в шоке был бы. Не, ты прикинь, если я на месте этого чувака и ночью твоя жена орет, как Ё-моё. будто в нее вселился. Ты бы такой, давай решим это. Не, я бы сразу лайв бы включил. Дорогие подписчики, мы находимся в центре событий, в нее вселились. Кидайте свои призы, подарки к нам. Thank for the rose. Она такая, прикинь. И опять начинает орать, да, такая? И ты дальше разговариваешь, а кто-то Кепте кепчик наш надо, кофе, да. Вода Самал. Польем ее святой водой Самал. Вот это хорошая была. Вот это Интеграция хорошая мощная. была. Не, ну если мне жарко стало. Не, ну мне кажется, это классный контент. А Был можно бы. открыть окно, да? Хотя на самом деле это, ну это же реально у человека что-то не в порядке вот здесь, Да, прежде да. всего. И, Ну да, это же с детства, походу, обделяли ее вниманием, типа, не видимо, уделяли. копилось и привело уже, прикинь, к вот такой модели. Нет, ты прикинь, так отыграть, да, чтобы столько времени держать. Ну, она, походу, раз 4 этот фильм смотрела. Как минимум, да? Да. Прям, ё-моё. Прикинь, она днем смотрит, вечером сразу повторяет. Да, да. Сразу внедряет, да. Проверка гипотез. Нет, то, что она вот так, не поворачиваясь, общается, это уже элемент Нет, это любого бомба. фильма ужасов же. Нет, ты прикинь, вот Это же момент на того, что серьезно она щас душить. накинулась на имама. А, ну да, еще это Это же вот, еще мне дух кажется, надо иметь. Вот прикинь. это, конечно, жутко. Я не представляю, что там. Нет, это я понял, почему имам типа испугался, убежал. Это такого же не было с ним, типа он Да, да, реально да. сколько раз изгонял, типа они такие наоборот его же боятся, типа. И тут на его прикинь на прогибе же пару болевых. Такой джин с духом, короче. Джинсы. А получается, Бахсы прав был, да? Он Да, реально да. быстро раскусил ее. Он Да, тонкий. он, видимо, просто не почувствовал он вот как это. даже не негатив. психолог, наверное, психотерапевт. А тот какой-то, я думаю, что он просто такой, ну, прокачанный просто мужик. Это мужик, короче, он Мгм. прокачанный такой, У начитанный. него насмотренность. Он типа, реально он говорит, большая, они, да. мы, говорит, типа зашли и типа начали рассказывать. Он говорит, да, типа ничего нет. всё нормально». Звездит, да? Кстати, такие люди, да, бывают. У меня была бабушка, мархум қайтыс болып кетті вот. Но когда вот рядом с ней сидели, типа, вчера кто бухал, там, она такая, вот так, типа, кикретін, короче, всегда. Отрыжку делал. Да, отрыжки делает, и типа, әке сен аштап тастайын, вот так, тұзбен, налмен вот так нас хуярила, помню. Да, хорошо, что я живу в здоровом окружении. Не говори. Не, я. Хорошо, что ты теперь в моем окружении. Ты теперь в моем окружении, прикинь. Наркоманимся, прикинь. Ладно. Қоймайсың ба?
Бля, просто я не могу страшные истории уже рассказывать, брат. Я устал. Давайте просто поговорим. На какой машине любишь ездить? На своей. Топ-3 твоих машин. Сіздермен бірге болған дәстүрлі подкаст. Бүгін қонақта болған Ұлықбек Рахмет. және Бейбіт. Рахмет. Было легендарно. Ұлықбектің историясына жететін история жоқ бұл подкастта. Примерно. Топчик. Да, все приходите. Да, всем за лучший комментарий приз. Приходите Да, на фильм. изгонение. Среди комментаторов разыгрываем 10 тысяч тенге. Я видел трейлер, это будет пушка. 28 декабрь күні премьераға келіңдер.